Экспансионистская политика Китая продолжается. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительную грамоту назначенного талибами посла Афганистана Асадуллы Белала Карими. Это означает, что Китай является первой крупной страной, признавшей правление талибов. Китай направил в Афганистан чрезвычайную гуманитарную помощь на сумму 200 миллионов юаней. Кроме того, китайские фирмы начали переговоры по горнодобывающим и строительным проектам в Афганистане. Богатые запасы лития в Афганистане, в частности, выделяются как главный интерес Китая. Помимо экономических интересов, присутствие Китая в Афганистане включает в себя и стратегические цели, такие как повышение безопасности границ. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай, который стремится усилить свое влияние в регионе за счет инвестиций в инфраструктурные проекты в Афганистане, планирует сделать талибов экономически зависимыми. Другие крупные страны воздержались от официального признания правительства талибов. Тайвань имитирует отражение нападения Китая, начав свои ежегодные учения Ханькуан. Учения включают в себя такие сценарии, как обширные ночные маневры и прерывание командной связи. Китай считает Тайвань своей территорией и проводит военные учения вокруг острова. Этот шаг Тайваня направлен на укрепление его обороноспособности и подготовку к возможному нападению Китая. В ходе учений будут проведены имитации ракетных атак в крупных городах, а также отработка мер гражданской обороны. Утверждается, что китайскому гиганту электронной коммерции Trendyol будет предоставлено налоговое преимущество в размере около 70 миллиардов лир с новым регулированием в Турции. Этот регламент включает в себя поправки к закону об электронной коммерции и отмену лицензионных сборов, которые Trendyol должен платить. Это событие рассматривается как продолжение налоговых льгот, предоставляемых китайским компаниям. Граждане Турции обеспокоены тем, почему в период борьбы с экономическим кризисом страна отказывается от таких налоговых поступлений. Генеральный директор Tesla X и SpaceX Илон Маск высмеял Джорджа Сороса и его сына за поддержку вице-президента США Камалы Харрис. Алекс Сорос, сын Джорджа Сороса, выразил свою поддержку Харрис и назвал ее лучшим вариантом победить Дональда Трампа. «Я хочу поблагодарить Александра Сороса за то, что он не оставил всех в напряжении относительно того, кто будет следующей куклой», – саркастически ответил Маск. Этот инцидент произошел после того, как Джордж Сорос пожертвовал крупные суммы денег кандидатам от Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры в Пекине, чтобы обсудить посредническую роль Китая в российско-украинской войне. Цель визита включает в себя желание Китая принять активное участие в мирных переговорах и усилиях по увеличению своего влияния в мировой политике. Уйгурское угнетение в Восточном Туркестане и экономические интересы Китая являются одними из стратегических причин дипломатических шагов Пекина. Вице-президент США Камала Харрис выступила впервые с момента принятия президентом Джо Байденом решения об отказе от участия в президентской гонке. Харрис выразила благодарность Байдену. Наследие успеха Байдена в течение одного срока президентства уже превзошло наследие большинства президентов, работавших 2 срока, сказала Харрис. Президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, и выразил свою поддержку, указав на своего вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.